месяцев. И сегодня я, можно сказать, реабилитировался за вчерашний бег. Вчера такой сложился, наверное, отчасти драматичный финиш. Мне стало плохо за круга 2 до финиша. Я словил тепловой удар. И еле-еле дошел, наверное, скорее, до финиша. Но, как говорится, все хорошо, потому что меня сразу же увезли на скорую в больницу, в райцентр. И врачи очень хорошо сработали, откачали, взяли кровь, проверили сердце, сделали несколько капельниц и посмотрели, дали отдохнуть и сказали, что в принципе все хорошо, и отпустили домой. Сказали, что если все нормально, то сегодня я могу выйти на соревнования. Вчера я добежал вторым, но меня дисквалифицировали за то, что на финише мама придержала меня, не дала завалиться назад. И, по правилам, спортсменам запрещено помогать посторонним лицам. И за это дисквалифицируют. Поэтому многие спрашивали, почему я протест не подам. Но по правилам так нельзя делать. Поэтому все спортсмены это знают. Но мама есть мама, и мама не знала этого. Поэтому она переживала. И для нее, наверное, все-таки важнее мое здоровье, нежели медаль. Поэтому она на инстинкте помогла мне. И, кто-то говорит, что сделала медвежью услугу, а я все равно ей благодарю. Потому что благодаря, наверное, отчасти вот этому драматичному финишу и помощи маме о наших соревнованиях узнали не только в республике, понятно, все смотрят и знают, но и в центральной части России, во многих информационных ресурсах. И это была новость, везде мелькала и привлекло определенное внимание к этому соревнованию. И отчасти многие начали интересоваться, что это за старт такой и что это за такой район, в котором моя малая родина и откуда моя мама. Поэтому, может, это и к лучшему. Плюс это, своего рода интригу создало, потому что все думали, что я выиграю, а получилось все наоборот. Поэтому сегодня, когда я выходил на соревнования, я на самом деле тоже переживал, потому что не знал, что ожидать от своего организма после вчерашнего. И бежал очень аккуратно за ребятами. И так случился бег, что до последних метров не было понятно, кто выиграет. За 300 метров до финиша Елисеев Джилстан вышел вперед. И, честно, я уже потихоньку начал бросать бег, потому что силы начали покидать меня. Видно, не до конца восстановился. Но трибуны подгоняли. И откуда-то силы в ногах взялись. И как-то так перебрал, когда вышел на финишную прямую. И смог, наверное, выиграть не только для себя, но и для своего района важную медаль. Цены дома помогает. Поэтому, спасибо болельщикам, которые, несмотря на будний день, 9 утра, пришли поболеть. Я всегда своим ребятам, кто у меня в городе, друзья, знакомые в Санкт-Петербурге, всегда рассказываю о соревнованиях, что в Якутске это своего рода маленькая олимпиада. И ни на каких других легкоатлетических стартах в стране никогда невозможно увидеть столько болельщиков на трибунах. Обычно мы бегаем на чемпионате России, там полупустые трибуны, там обычно только спортсмены и никого. А сюда ты приезжаешь, и за тебя болеют и подгоняют. И вот Сардана тоже Трофимова, когда она бежала в Вилюйске, она тоже рассказывала, это же ее родной район, и она рассказывала, что она не ощущала, как бежит по дорожке, что она как будто летит, потому что все ее подгоняют. Примерно такое же ощущение я сегодня испытывал на последних 100 метрах. А так скажу, что вообще любое соревнование — это не только соревнование, но и инфраструктура, которая делается для жителей района. И потому что соревнования заканчиваются, в данном случае этот стадион, он останется. И ребята, которые здесь живут, для них это очень большое подспорье, потому что 3 года назад здесь была полная разруха, здесь, можно сказать, стадиона не было. Здесь коровы паслись. Поэтому я очень рад, что в нашем районе появился такой замечательный стадион. Не все
успели, потому что срок был небольшой, 3 года. И, например, я знаю, что у нас сейчас строится здесь еще 200-метровый манеж, а для улусов это вообще что-то с чем-то. У нас в Санкт-Петербурге-то не мало манежей, а тут для населения 10 тысяч, 15, ну, небольшого, да, то есть это такое подспорье для тренировок. Тот же вот Мирослав Бурнашов, это вот сегодня он пробежал по личному рекорду, я его, кстати, с этим поздравляю, он тоже за Вышелданский район выступает. И, честно, это, ну, классная возможность, да, то есть тренироваться, условия создаются для ребят, и если кто-то копнет про, допустим, наш район, все будут, ну, все знают, что наш район всегда славился бегунами на выносливость. Тоже Кузьма Татаринов, он здесь, он сегодня ко мне подходил. Копырин, это вот тоже на самом деле уроженец Вышелданского района. И вот Бурнашов, он тоже. И поэтому я, например, закончил уже, наверное, бегать. А ребята заменят меня, и поэтому и им будет возможность выступать на хорошем тренировочном стадионе. Спасибо. Поэтому спасибо всем, кто за меня переживал. И, наверное, эту медаль я посвящу нашему району, своей семье, родственникам и маме. Бурсап Николай Николаевич Артур дядя Тевит. Оттан Артур мамата мен биге турабыт эжим болар. Оттан Артуртан бэхага 10 километрге сүйрүгөтө ажака бастаниен. Оттан ити тебе полон тепловой ударалан тоқтады. Оттан обезбоживание деп кутукта. Брастар этелеринен оттан сүрөгөн сүгөй эндигенен ол бэхага эрттерет. Асын сүйрө септен. Ondan kelen yeska vastata. Sport ata sport. Kimmerika jahtaa kimmerika teretta. Ondan kehe varata ton kajan tohtautan ketäs pito olla. Ton bihi takana ondan переживай дата главное ton дорога тесle. Восстановить была не тесите.